Группа сельхозтуристов была организована из людей, чья жизнь тесно связана с аграрным сектором, говорит руководитель. Основной интерес касается познания всех сельхозметодов и правил. Моя инициатива была приехать сюда, но в принципе наши фермеры уже регулярно посещают разные страны, просто как профессиональный туризм, можно сказать, да, вот, чтобы встретить другие фермеры и смотреть, как они живут, как они работают. Посмотреть конкуренция, что на мировом рынке. Многих из приехавших европейских земледельцев турне вовлекла заинтересованность обмена опытом. Молодой предприниматель Франк является потомком династии по возделыванию виноградника. Опытного предпринимателя заинтересовал доминирующий человеческий труд в Молдове. Меня удивило то, что по сей день основную работу по возделыванию виноградников проводят именно человеческие руки. В моей династии такими методами пользовались мой дед и прадед. Мне представляется это более трепетным трудом, хотя это очень трудно. Но результат ошеломляющий. А самое интересное то, что руководители тут расчетливы во всем и очень строги по отношению к выполнению своих сельхозцелей и задач, несмотря на то, что правительство и ни одно другое руководство выделяют малые средства, они работают. Наличие старой сельхозтехники восхитило группу немецких земледельцев. Меня удивило наличие старой техники, которой мы пользовались в далекие 1990-е годы. С ней очень трудно, с модернизированной намного проще. Но ваши лидеры, несмотря на наличие нового инвентаря, не забывают и про старый. Семен Новак, один из аграриев региона, провел экскурсию по пашням и сельхозугодиям региона. Если человек хочет обрабатывать сам, наделены вот здесь, давайте так, образно говоря, 170 делим, извините, там у нас на 3 гектара входит 2,7, грубо 2,7, 2,6 пашни, 0,26 соток виноградников и 17 соток садов. Вот эти вот все входит в эти 3 гектара. Наделы, когда раздавали, вот получилось так. Представители немецких агрохозяйств планируют посетить сельхозугодия румынского государства. По завершению турне многие попытаются обобщить методы по возделыванию земель и применить их на практике. Анна Алтыева, Артем Запорожец, специально для информационной службы ГРТ, Хаберлер.